Приветствую вас, дорогие телезрители. В прямом эфире программа «Главное». И сегодня мы поговорим о капитальном ремонте, а именно, какова собираемость взносов на капитальный ремонт в Ингушетии, сколько домов уже отремонтировано и вообще для чего создавалась эта программа. На эти и другие вопросы в ходе прямого эфира ответят участники нашей программы, и так я их представлю. Магомед Тарханович Хидриев, руководитель фонда капитального ремонта Республики Ингушетия. Магомед Хизриевич Агиев, начальник юридического отдела фонда капитального ремонта. И Беслан Султан Хамитович Аушев, начальник отдела по взаимодействию с участниками проведения капремонта. Ну а я озвучу вопрос, который мы заготовили для наших телезрителей. Слушают нас сейчас и на радио. Итак, почему собственники не платят за капремонт? Предлагаем вам варианты ответов. Это непрозрачность работы фонда, не верят, что дождутся этого ремонта, нет лишних денег. И вариант такой – я плачу. Чтобы ответить на этот вопрос, если у вас возникли какие-то другие обращения к нам, вы можете позвонить на номер прямой линии 55 40 61. Код города Магаз. Не забудьте его обязательно, 8 87 34. Итак, первый вопрос. Изначально для чего создавался фонд капитального ремонта? Вот давайте подробно обсудим этот вопрос. Сегодняшняя программа она носит у нас больше информационный характер. Добрый вечер. Дело в том, что фонд капитального ремонта создан не только у нас в регионе, а во всех субъектах Российской Федерации. Это 85 субъектов. Даже есть субъекты, которые созданы по 2 региональных оператора. Это было создано после внесения изменения в жилищный кодекс Российской Федерации в части приложения обязанностей по организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов на собственном помещении. Ранее капитальный ремонт, как мы с вами знаем, проводился за счет средств господдержки, то есть выделялись средства с фонда содействия реформированию ЖКХ России, плюс местное софинансирование, там какую-то долю в этом принимали и собственники, мизерную долю. Сейчас, с 2014 года, эту обязанность государство возложило полностью на самих собственников помещений. То есть они обязаны ежемесячно перечислять взносы на формирование фондов капитального ремонта многоквартирных домов, в которых они проживают, чтобы в дальнейшем провести капитальный ремонт данных многоквартирных домов. Магомед Тарханович, ну вот у нас в республике повсеместно строятся многоквартирные дома, ликвидирован аварийный жилой фонд. А вот насколько изношены все-таки квартиры в республике? И есть ли таковые? И назовите, пожалуйста, хотя бы некоторые из них адреса. Дело в том, что Ингушетия занимает, наш регион занимает первое место по переселению жильцов из аварийного жилищного фонда. Соответственно, программа капитального ремонта она не так, можно сказать, у нас сегодня реализуется как программа переселения, учитывая, что программа новая, система новая, еще собственники не полностью поняли, что это такое, хотя мы разъясняем уже 3 года, как доводим до них информацию, проводим всякие сходы граждан, проводим информационно-разъяснительную работу, проводим поквартирные обходы. Здесь, учитывая, вот, отвечая на ваш вопрос, опять же, по изношенности многоквартирных, да, есть у нас многоквартирные дома, которые, я думаю, в ближайшие годы еще придется признать аварийной и подлежащей сносам. По этим программам, по этим домам уже будет работать соответствующая комиссия. Процент он небольшой, можно сказать, по сравнению с прошлыми годами, так как уже практически у нас завершается работа по переселению из аварийного жилищного фонда и снесению данных аварийных домов. И, соответственно, по своей части, по части фонда капитального ремонта могу сказать, что в случае, если собственники помещения, которые в дальнейшем проживают на многоквартирных домах, которые в дальнейшем будут данный дом признан аварийно подлежащим сносу, то эти собственники помещения освобождаются от оплаты взноса на капитальный ремонт. И, соответственно, в случае, если данный многоквартирный дом, в котором они проживают, земельный участок, на котором расположен данный многоквартирный дом, изымается в пользу республики или муниципальная собственность, то средства, которые они уплатили ранее, эти средства мы обязаны перечислить опять обратно собственникам помещения на их лицевые счета. То есть эти средства никуда не пропадут, они вернутся собственникам помещения. Ну, конечно, отметим тот момент, что да, сегодня у нас нет как таковых изношенных домов. Есть, конечно, но их доля не столь велика. Но программа действует все-таки на перспективу. Мы сейчас собираем деньги для того, чтобы через некоторое время отремонтировать изношенный дом. Каков тариф сегодня по взносам на капитальный ремонт? Тариф у нас на сегодняшний день с 2017 года составляет 5 рублей 90 копеек. До этого
С 2014 по 2016 год у нас действовал тариф 5 рублей 40 копеек. Тариф устанавливается постановлением правительства Республики Ингушетия, устанавливается на трехлетний период. Как я сказал, на сегодняшний день тариф установлен в размере 5 рублей 90 копеек за 1 квадратный метр общей площади. Это имеется в виду жилая, нежилая площадь. Ну, я так понимаю, в каждом регионе свой тариф, да? Да. Но вот устанавливая этот тариф 5 рублей 90 копеек, чем руководствовались? Что в это входит? Знаете, вообще-то тариф устанавливается, это вообще разрабатывается органами исполнительной власти, курирующего данное направление, это Минстрой Республики Ингушетия, но в основу при установлении минимального размера оплаты труда берется, это одно из критерий, это необходимость средств проведения капитального ремонта. То есть, допустим, мы можем сегодня установить тариф 2 рубля и прийти к тому, что где-то в середине реализации программы у нас будет острая нехватка средств. Спасибо вам, что ответили. Я хочу напомнить нашим телезрителям и радиослушателям, мы в прямом эфире, вы можете задать вопрос, если он у вас возникнет, по номеру 55 40 61. И не забудьте указать код города Магаз 8 87 34. Перейдем к следующему вопросу. Это самый главный вопрос, в принципе, из-за которого мы сегодня собрались на нашей программе. Поговорим о собираемости взносов на капитальный ремонт. Каков их уровень сегодня в республике? На сегодняшний день собираемость у нас составляет порядка 31%. Это, конечно, не тот процент, который нас устраивает, который устраивает вообще субъекта. К сожалению, не можем найти понимание собственного помещения о том, что взносы на капитальный ремонт, они обязательные взносы, это не добровольные взносы. Здесь нам приходится работать ежедневно, как я ранее уже говорил, ежедневно осуществлять поквартирные обходы, проводить рейдовые мероприятия. Буквально вчера мы такое рейдовое мероприятие проводили по городу Магаз с представителями службы судебного пристава. Уже с 2016 года мы активно занялись работой по взысканию собственного помещения, образовавшейся должности через суды. То есть активизировалась предпринимательная исковая работа. Результаты дают, к сожалению, опять же, не те результаты, которые у нас устраивали. На сегодняшний день нами подано порядка 1120 исковых заявлений в суд. По ним на общую сумму где-то порядка около 9 миллионов рублей. Принято где-то порядка 800 решений в пользу фонда. Хотел бы отметить, что нету ни одного отказного заявления, именно проигрышное заявление. Все заявления, которые мы подали, они вынесены в пользу фонда. Это еще раз подтверждает, что мы работаем в соответствии с действующим законодательством. К сожалению, работа по исполнительным листам у нас чуть-чуть тормозит. Из всех решений, которых было принято, это порядка на сумму около 7 миллионов рублей. Сегодня взыскано только порядка 400 тысяч рублей. Но сейчас в данное время проводится работа по взаимодействию с службами судебного пристава. Есть такое взаимопонимание. Будет проводиться работа, и в этом направлении мы уже начнем активизацию в той части, что будем проводить мероприятия, и уже совместно с судебным приставом будем работать по взысканию образовавшейся должности в собственном помещении. Итак, мне сообщают, что у нас звонок в студии, есть дозвонившийся. Здравствуйте, вы можете задавать свой вопрос. Здравствуйте. А вот бы хотелось бы узнать, на капремонт почему договора не составляют? Первый вопрос. А второй вопрос. Инвалидам 50%. Можете ответить на этот вопрос? Все, спасибо вам, что спросили. Ну, я думаю, можно передать слово юристу, хотя я могу ответить. Здравствуйте. В соответствии с 169 статьей Жилищного кодекса договор не требуется заключать, так как установлена статья и обязывает уже собственника помещения оплачивать, независимо, заключен договор или нет. Единственное, в начале этой программы, в 2014 году, договора существовали, но после этого были внесены соответствующие изменения в Жилищный кодекс, и договора были отменены. И, соответственно, никакого заключения договора для требований не требуется. Обязанность заключения договора на сегодняшний день не существует, так как сказал Магомед, в Жилищный кодекс были внесены соответствующие изменения в части отмены данных договоров. Обязанность по уплате взносов наступает у собственного помещения в соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, где четко прописано, что собственники ежемесячно обязаны перечислять взносы на формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов. И по второму вопросу, по поводу льгот, да, все собственники помещения, которые сегодня пользуются и получают льготы по остальным видам жилищно-коммунальных услуг, это газ, свет, вода,
те собственники помещения имеют право сегодня обратиться в соответствующий отдел субсидий, получать льготы по взносу на капремонт. Почему? Потому что взнос на капремонт, он включен в структуру оплаты за ЖКО, это статья 154 Жилищного кодекса Российской Федерации. Соответственно, на эту оплату тоже распространяются все льготы, которые имеются в собственном помещении. Ну и так, я хочу снова повторить вопрос, который мы адресовали нашим телезрителям и радиослушателям. Почему собственники не платят за капремонт? Как известно, в Ингушетии у нас невысокие сборы. Варианты ответов, которые мы вам предлагаем, это непрозрачность работы фонда, не верят, что дождутся ремонта, нет лишних денег. И вариант «я плачу», ну, который относится, да, к озвученным 30%. Если ответить на этот вопрос, для этого вам надо позвонить по номеру 55 40 61, код города Магаз 887 34. Мы ждем ваших вопросов. Итак, перейдем, наверное, уже поговорили по собираемости. Они у нас невысокая собираемость в республике. Вот мнение главы республики по этому поводу, которое он озвучил на диалоге с народом. Предлагаю послушать. Внимание на экран. Те, кто этим занимается, не вложили в голову этим жильцам дома непосредственно. Вот мы сейчас строим много домов, многоквартирных. Мы недавно, я председателя парламента просил, чтобы он лично сам выехал с жителями, пообщался с Сиротского так называемого дома. Они что думают, что кто-то, дядя, придет, будет постоянно эти лампочки менять, подъезды ремонтировать? Это ихний дом, это ихняя крепость. Они должны вкладывать деньги, но здесь, естественно, они должны видеть, куда эти деньги идут. Для этого есть ТСЖ, который это контролирует. Но если этого не делают и деньги не хотят сдавать, то происходят другие вещи. Подвал, двери открыты, освещения нет, домофона нет, этого нет, краски нет, что покрасит. А кто это будет делать? Это должны сами жильцы делать, согласно тому, что новым законам и правилам игры. Поэтому здесь я просил бы жильцов самим собираться и определять там. Там есть не такая большая сумма в месяц, там, я не помню, там цифры там, 100 рублей или 200 рублей, там, сколько должно складываться. Ну, тогда давайте так, посчитайте, сколько квартир в этом доме, сколько у вас фонд накапливается. И вот если бы жильцы мне сказали, что вот у нас там месяц там, 1,5, 2 или 5 тысяч рублей, в год там 50 тысяч рублей, эти деньги нам непонятно куда они ушли. Да, я жестко мешаюсь в процесс. Сегодня никто не запрещает лично контролировать эти деньги. И совет жильцов должен определять, куда эти деньги должны пойти. То ли на подвал, то есть где у них приоритеты в этом доме. Я просил бы жильцов не сопротивляться этому процессу, а наоборот вкладывать эти деньги. И давайте смотреть тогда по году, подводить итоги, сколько денег они вложили и на какой ремонт эти деньги ушли. На содержание чего они ушли. То ли это детская площадка, то ли это тротуар возле дома, то ли это подъезд какой-то. Я думаю, так. Дам еще раз поручение, чтобы по телевизору, в том числе и жильцами на сходах вот этих домовладельцев, чтобы тоже провели определенные там мероприятия. Но здесь основная проблема, в том числе, или еще одна проблема. То, что многие не живут, сами квартиросъемщики, ну, я имею в виду хозяева квартир, а сдают жилье, квартиры сдают, и квартиросъемщики не платят ни за коммунальные услуги, ни вот это за капитальные. То есть тот хозяин квартиры получает у них там, где сколько там денег, 5 тысяч, 7 тысяч, если в магазе это 15, там 17 тысяч рублей за месяц. Но при этом и за коммунальный не платит, и за капитальный ремонт не платит, никуда не вкладывать деньги в том числе. Такая тема тоже есть. Наверное, нет человека в республике, который не смотрел или не слушал диалог с народом. Какие выводы вы для себя сделали из этой программы, в частности, по этому выступлению? Вывод самый важный. Если есть критики главы, соответственно, если есть замечания, над этим нужно работать. Соответственно, эту работу мы уже начали, уже проводим ее давно. Но дело в том, что, как отметил глава, и правильно абсолютно то, что многие жилые помещения у нас сегодня пустуют. Во многих жилых помещениях сегодня проживают квартиросъемщики. То есть мы, если работаем в собственном помещении, приходим, по факту проживает квартиросъемщик, приходится с ним уже договариваться о том, что он через какое-то время передаст эту информацию в собственном помещении. И в дальнейшем при проведении прецизионной исковой работы,
то есть подача судебной исковой. Здесь у нас опять же появляются в этом вопросе проблемы, так как человек, который является собственником помещения, имея собственность на территории города Магас, допустим, фактически проживает в городе Москва. Соответственно, приходится уже и время теряем, и затраты больше, чем по месту проживания. Вот буквально недавно мы проводили такие поквартирные обходы сотрудникам фонда. То есть можно сказать, что мы практически на месте не сидим, пытаемся как-то довести до собственного помещения, чтобы они ежемесячно, не откладывая, перечисляли эти взносы, проводили такие поквартирные обходы по многоквартирным домам, которые у нас в этом году были вновь включены в программу. Это дома, которые расположены на территории Малгобекского района, это так называемый 110К. Обошлись эти квартиры. И, знаете, вот встречаем собственные помещения, очень агрессивно себя ведут в плане того, что ссылаются на всякие свои проблемы, отсутствие, в том числе отсутствие денежных средств. Мы все это понимаем, но, к сожалению, это не освобождает ни их от ответственности, ни нас от своей работы, выполнения своей работы. Магомед Арханович, а вот не кажется ли вам, что все-таки причина низкой собираемости этих взносов – это низкий уровень информированности людей? Все-таки в свое время им не вложили и не довели до их сведения то, что все-таки взносы за капремонт являются обязательными к уплате? Знаете, я бы не сказал бы, почему, потому что, работая в этом фонде, я знаю, какая работа была проделана по информированию собственного помещения. Ну, смотрите, если мы сегодня буквально месяц, 2-3 раза проводим такие разъяснительные работы через средства массовой информации, через ваш канал, через ГТРК Ингушетия, публикуем информацию в печатных изданиях, публикуем информацию на официальной странице Facebook, Instagram. Проводим поквартирные обходы. Поквартирный обход — это что? Вот поднимается, стучимся каждую квартиру и собственник помещения, которое уходит, мы ему все это разъясняем, теряем время в этом плане. Печатаем статьи в газетах. И в итоге получается, что когда уже мы подаем в суд, взыскиваем в суд, нам заявляют, что они не уведомлены. Ну как не уведомлены? Ну каким способом еще нужно довести до них информацию, если собственник помещения телевизор не смотрит, радио не слушает, газеты не читает, квартиры не открывает, на сходы граждан они не приходят. Но как до них еще можно достучаться? Я просто не понимаю. И это можно, это не хочу сейчас это говорить в эфире, но все равно такого рода отмазка собственного помещения от того, что уйти от обязанности перечислять взносы. А взносы они перечисляют не нам, не органам местного самоуправления и никому другому. Эти взносы ложатся на их лицевые счета. Завтра, послезавтра, при наступлении срока проведения капитального ремонта, эти средства уйдут на проведение капитального ремонта их многоквартирного дома. Хорошо, давайте сейчас взять, если, например, не будут этих взносов, нету фондов. Завтра, послезавтра наступает необходимость, такая острая необходимость проведения капитального ремонта того или иного квартирного дома. Есть необходимая замена кровли, допустим. Вышли собственники, необходимость средства, допустим, порядка пары миллионов рублей. Где эти средства взять? Господдержки нету, муниципальной поддержки нету. Это установлено законодательством. Собственники сами. Тем более, я хотел бы здесь вот сказать, что обязанность по содержанию своего имущества возложено на собственное помещение законодательно. Это прописано в статье 36 Жилищного кодекса и статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, где четко прописано, что собственники обязаны нести ответственность за содержание своего имущества, общего имущества многоквартирного дома. Итак, прежде чем перейти к следующему моему вопросу, я хочу напомнить нашим телезрителям и радиослушателям, что мы находимся в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, звоните на номер 55 40 61 и обязательно наберите код города Магас 887 34. Ну а мы продолжаем. Вероятно, как вы отметили, да, сегодня-завтра необходим будет ремонт, а денег не будет. Вы не думаете о том, что вот сегодня должен человек сделать взнос на капитальный ремонт? Если бы буквально завтра ему пришли бы и отремонтировали бы квартиру и так далее, то он все-таки охотнее эти деньги заплатил бы. Но суть программы в том, что деньги накапливаются годами, и через годы только будет ремонт. И, по крайней мере, к нашим корреспондентам нередко, которые сопровождают ваших сотрудников, бывают такие вопросы: а куда эти деньги денутся?
Но вот есть такая доля недоверия, и чтобы все-таки его развеять, наверное, необходимо, чтобы ремонтировать дома, и чтобы они видели те дома, которые уже отремонтированы по этой программе. Есть ли такие у нас в республике, и вот по каким они адресам находятся? Вот можете назвать несколько? Знаете, вот за период формирования фонда капитального ремонта с 2014 года у нас в республике по этой программе отремонтировано 20 домов. Это порядка 66 тысяч квадратных метров. Это 10 домов. У нас в прошлом году мы отремонтировали 6 из которых расположены на территории города Малгобек, 4 которые расположены на территории города Назрань. До начала работ, соответственно, я думаю, дадут соврать корреспонденты вашего телевидения, мы выезжаем туда, снимаем все это, показываем, в каком состоянии данный многоквартирный дом. И, соответственно, после завершения ремонтных работ опять выезжаем со съемочными группами, снимаем и показываем. И тут еще мы интересуемся мнением собственника помещения. Эти материалы у нас есть. И после того, как собственники помещения сами подписывают вот эти акты о том, что они довольны проведенной работой, после того мы принимаем работу у них. Вот здесь я хотел бы отметить, что да, раньше была другая система, но сейчас дело в том, что собственники помещения сами могут контролировать ход работы даже. Почему? Потому что при начале ремонтных работ они обязаны определить собственника помещения многоквартирного дома одного человека, который будет, соответственно, следить за ходом выполнения работы и в дальнейшем, который будет подписывать соответствующие акты. Вот этот человек, без его подписи, соответственно, работы не будут приниматься. Итак, все-таки дома, насколько известно, ремонтируются по графику. А есть ли возможность ускорить этот график? Есть региональная программа капитального ремонта, она у нас утверждена, разработана до 2043 года. То есть в эту программу включены 7 многоквартирных дома, которые расположены у нас на территории республики. Соответственно, дома расположены, разбиты по годам и по видам работ. В случае, если у собственного помещения есть необходимость, срочная необходимость проведения капитального ремонта, в том числе в чрезвычайной ситуации, бывают разные варианты, методы, то в этом случае им просто нужно собраться, провести сход граждан, составить грамотный протокол и данный протокол направить в адрес жилищной инспекции Минстроя Республики и в наш адрес просьбой о переносе срока проведения капитального ремонта на более ранний срок. То есть в этом случае нами будет создана комиссия, мы туда уезжаем, и если устанавливается, что такая необходимость есть, уже выходим на Минстрой, Минстрой уже вносит изменения в долгосрочную программу. Соответственно, виды работ переносят на более ранний срок. Ускорить ремонт, насколько известно, могут и добросовестные плательщики, но об этом мы поговорим. Давайте для начала примем звонок в студию. Как мне сообщают, у нас есть дозвонившийся. Здравствуйте, вы можете задавать свой вопрос. Здравствуйте. Вот у меня вопрос к вашему гостю. Я живу в городе Карабулак, по улице Асканова, дом 28. Это квартирный дом, очень старый дом. Но суть дела в том, что вот каждый месяц приносят квитанции и суют под дверь. Ну, об уплате содержания дома. Но за что платить, когда вот я вот несколько раз звонил в их организацию, чтобы вот пришли, хотя бы посмотрели бы на дом хотя бы один раз, так как 9 лет подряд эта канализация у нас в самом подвале. Ну и так все состояние этого дома настолько убогое, наверное, хуже дома в республике не будет. За что платить, если никто не приходит и не смотрит, в чем суть дела? Может, завтра они обанкротятся, организации не будет, и что делать дальше? Спасибо вам, что позвонили. Ну, суть обращения, я надеюсь, была понятна, да? Насчет этого многоквартирного дома, Аскана мы его зафиксировали. Возможно, человек обращался, нас вызывал посмотреть на этот многоквартирный дом. Но руки не доходили. Но да? руки не доходили, скорее всего. Мы возьмем этот вопрос на контроль. Поедем, посмотрим, но от этого ничего не изменится. Дело в том, что ремонт, как ранее было тут озвучено в студии, ремонт проводится согласно программе капитального ремонта. И чтобы изменить срок, опять же, тут было озвучено, что это инициатива самих собственников этого многоквартирного дома. Они должны сделать, в первую очередь, они должны своевременно уплатить свои взносы, чтобы собрать средства для проведения данного вида работ.
сделать собрание и перенести этот вид ремонта на ближайшее время. Я так понимаю, вы поняли, да, о каком доме идет речь? Да, мы поняли, о каком Ну доме вот идет в частности по этому дому какова собираемость взносов? Если мы уже говорим, что там необходимо сделать ремонт, его, естественно, нужно сделать на какие-то средства. Как платят собственники жилья там? Так, я могу озвучить ситуацию по Карабулаку. У меня нет информации по дому. У нас в Карабулаке где-то процентов... На сегодняшний день Карабулаки где-то в районе 28% собирается в этом году у нас. Только собираем. Она была в порядке около 60% в прошлом году. Процент снижается. Снижается Карабулаки, снижается во всем муниципальном образовании. По данному дому хорошо было бы, если данный собственник оставил свои координаты, оставил бы номер квартиры, куда мы можем выехать и проверить состояние данного дома. Но, как было заявлено, в случае, если они сами не организуют, сами не проведут сход граждан, если сами не составят протокол и не направят его в органы жилищного надзора, Минстроя Республики Ингушетия, к сожалению, мы за них это делать не сможем, не имеем права по закону. Что касается вообще Карабулака, вот буквально в этом составе мы туда неоднократно выезжали, мы там проводили и разъяснительные работы, собирали жильцов, нескольким многоквартирным домам, многим многоквартирным домам. Недавно проводили сходы граждан. Но дело в том, что люди неактивно принимают участие в данном мероприятии, несмотря на то, что мы заранее выезжаем туда, клеим объявление о том, что такого числа будет проводиться сход граждан в Доме культуры или где-нибудь еще. Вот этих вопросов не было бы, если бы собственники помещения хотя бы один раз присутствовали бы на таких мероприятиях. Магомед Арханович, ну вот вы отметили, вот меня что заинтересовало, вы говорите, что в прошлом году в Карабулаке собираемость была 60%, а в этом году 28%. Ну, больше, чем в 2 раза упала собираемость. По вашему мнению, в чем причина? Неужели потеряли надежду на то, что это ремонт будет? Не скажу, что потеряли надежду. Дело в том, что по деятельности фонда хочу сказать насчет опасаемости собственника помещения, куда денутся средства. Средства никуда не денутся, средства идут только на капитальный ремонт. Средства даже не идут на административно-хозяйственные расходы фонда капитального ремонта, так как нас финансирует местный бюджет. Мы получаем зарплату с местного бюджета. Ни одна копейка средств не может никуда уйти, кроме как на проведение самого капитального ремонта. То есть, а спад такой у нас из-за того, что у нас, как я ранее говорил, чуть затормозилась работа по судебным приставам. Если ранее они взыскались в более таком массовом порядке, то сейчас этот процесс чуть затянулся. Поэтому у нас сейчас основное направление и самое главное такое, можно сказать, вот плюсы по проценту собираемости, это превентивная работа. Вот нет понимания того, что, дополнить, что есть понятие капитального ремонта, есть понятие текущего ремонта. Да, действительно, к нам обращаются люди, граждане, они там просят там лампочку поменять или какой-то вид ремонта, который относится к текущему ремонту. И мы не уполномочены, и у нас и средств для их нет, и это... То есть к нам не относится вопрос капитального ремонта. Это вопрос, они должны создать ТСЖ или управляющую компанию, или действующую управляющую компанию. Они говорят, что они перечисляют средства, но ничего не делают. Такие вопросы поступают к нам на телефон горячей линии. Насчет прозрачности нашей организации хотелось бы сказать, что любой гражданин, собственник многоквартирного дома, он в соответствии с действующим законодательством может обратиться к нам, и запросить информацию по своему лицевому счету, по состоянию своего многоквартирного дома. И мы обязаны также исполнить это действующее законодательство, мы предоставляем. Если человек обращается официально, как положено по закону, мы предоставляем по дому. А так мы предоставляем информацию по его лицевому счету. Есть у нас создан личный кабинет. Вот в этом личном кабинете человек может сам посмотреть, то есть не получать, не звонить, не получать информацию, просто сам зайти в этот личный кабинет, зарегистрироваться, он может
сам ежемесячно формировать квитанцию, может посмотреть, что у него там на лицевом счете, сколько ему месячная оплата, как начисляется. То есть вся эта информация находится в личном кабинете. Также очень много мы принимаем звонки, мы отвечаем, мы не игнорируем звонки, мы отвечаем, разъясняем. Приходят к нам люди, тоже также мы эту работу проводим. Насчет прозрачности организация наша, нет того, что мы, по идее, люди, собственники, они сами должны проявить инициативу, потому что это решается вопрос их многоквартирного дома. То есть мы живем в частных, допустим, я живу в частном доме, и меня не касается вопрос капитального ремонта. А те люди, которые живут в этих многоквартирных домах, они сами должны интересоваться. Это даже есть такое понятие. Смотрите, есть такое сегодня понятие, фонд принимает деньги, а инициатива должна быть у жителей. Немножко постановка, она немножко у нас спорная получается. Да, смотрите. Да, если мы собираем деньги, то мы должны опять-таки беспокоиться о ремонте дома этого жителя и обратить внимание, если он к нам обратился, ответить ему, поехать, посмотреть, в чем суть его просьбы. И, наверное, упал этот вопрос уровень нашего собираемости гражданина, тоже который не просто позвонил, так. да, мы выйдем, посмотрим, этот вопрос у нас на контроле, я записал, с этим вопросов нет. Есть два выбора способа формирования фонда. Если у собственников окончательно потеряно доверие к фонду по каким-то причинам, не знаю, есть два выбора способа формирования фонда. То есть собственники этого многоквартирного дома могут сделать собрание, сказать, что мы не хотим формировать фонд на счете регионального оператора. Мы хотим открыть свой счет, мы будем проводить сами ремонт, мы будем сами собирать себе средства и так далее. У них есть такая возможность. Но всю работу, которую мы делаем, эту работу обязаны будут проводить они сами. То есть мы являемся, у каждого дома есть свой фонд, а мы являемся администраторами этих фондов. То есть мы ведем, мы делаем их работу, получается. Беслан Султанхамитович, ну вот вы отметили, да, эту возможность собственников многоквартирных домов, но когда завтра эти квартиры придут в ветхое состояние, опять-таки эти люди будут звонить, жаловаться о том, что дом ветхий, обратите на нас внимание, отремонтируйте его. Безусловно, и уже задним числом о том, что нужно было платить, конечно, задумываться уже никто не станет. Ну, конечно, мы сегодня призываем людей делать свои взносы, все-таки ежемесячно оплатить фонд капитального ремонта. В частности, по данному случаю, я так понимаю, что людям, если они хотят ускорить ремонт своего дома, необходимо собраться, сделать протокол, обратиться к вам. Да. И, насколько известно, есть еще одна возможность ускорить этот ремонт, то есть производить добросовестные платежи. Я так понимаю, по крайней мере, во Владимирской области люди, которые добросовестно платили в фонд капитального ремонта, им ускорили, соответственно, капитальный ремонт. Давайте посмотрим этот видеоматериал, перенимем опыт, как говорится. Сыпалась штукатурка. Дом выглядел как бы лишаями покрытый. Была зелень, прямо рос мох. О том, как выглядел их дом еще несколько месяцев назад, Людмила Ивановна вспоминает с ужасом. Штукатурка отваливалась, стены были в трещинах и плесени. Это здание в самом центре Владимира включили в программу капитального ремонта 2 года назад. Вот только очередь дошла бы не скоро, в 2020 году. Ведь в области более 11 тысяч таких домов. Нам заявили, что мы хорошие плательщики. Ремонт он шел и быстро. И наши жильцы говорят, дом наш как пасхальное яичко теперь. Ускорить долгожданное утепление и покраску фасада, замену балконов помогла сознательность жильцов. В течение года они все исправно делали взносы на капитальный ремонт. Для таких добросовестных плательщиков в Владимирской области разработали отдельную бонусную программу. Их дома решили ремонтировать в первую очередь. Получив это предложение, они собирают общее собрание и решают, нужно ли им именно этот вид работы, или они выбирают другой. То есть, например, мы предлагаем крышу. Они говорят, у нас крыша хорошая, нам не надо, лучше сделать нам фасад. Деньги на бонусный ремонт копятся на банковском счете, куда поступают все собранные региональным фондом средства. В
год жители Владимирской области перечисляют на капитальный ремонт около миллиарда рублей. Каждый месяц часть средств расходуется, а на остаток начисляются проценты. За 2 года набежало более 111 миллионов рублей. Их-то и направляют на поощрение плательщиков. В этом году во Владимире отремонтируют вне очереди 40 многоквартирных домов. Где-то приведут в порядок коммуникации, фасады или, как здесь, заменят кровлю и водостоки. Причем по плану эти работы должны были провести только через 6 лет. Здесь был полный ужас. Благодаря данной программе и этим работам, то есть кровля у нас приведена в полный порядок. Дополнительно заменят трубы отопления и водоснабжения, а также всю электрику в доме. Работы планируют закончить уже через месяц. А в этой многоэтажке кровлю уже отремонтировали. Квартира Уховых на верхнем этаже. И на потолке еще остались следы протечек. Они утеплили нам ее. Утеплитель положили. В общем, отнеслись к этой, я считаю, что отнеслись серьезные очень мастера хорошо. такие. Да, сделали прекрасно. У нас 8 квартир в этом доме, да? Все платят. В соседнем доме тоже 100% собираемость платы за капремонт. Хотя жильцы говорят, некоторых собственников пришлось уговаривать заплатить все взносы вовремя. Зато теперь здесь вовсю кипит работа. Причем материалы, смету и даже цвет фасада пятиэтажки утверждали на общем собрании. Внешний вид очень красив, хорошо. На самом деле идешь и приятно, когда смотришь на что-то хорошее. Такой подарок, можно сказать. У нас дом, мне кажется, самый красивый стал. В поселке Небылое на первый дом, который отремонтировали по бонусной программе, теперь даже приходят полюбоваться соседи. Мы обили все сайдингом. Поменяли у кого-то окна, были деревянные, поставили пластиковые. Сделали нам хорошую отмостку, какой мы не помним, проживши 25 лет. Жильцы дома говорят, теперь очередь за подвалом. Его ремонт запланирован на 2019 год. Но люди надеются, что строители выполнят его раньше. Ведь в этом году взносы здесь тоже собирают вовремя. Но будем надеяться, что такой пример для наших жителей будет заразительным. Люди, которые 100% оплачивали свои взносы в капитальный фонд капитального ремонта, дождались капремонта ускоренно. Прокомментируем. Ну, знаете, лично знаком с руководителем фонда. Действительно, там у нас процент Владимирской области составляет где-то порядка 85%, почти доходит до 90%. То есть собственники исправно платят. Соответственно, как было заявлено, там чуть больше миллиарда рублей у них, по моим данным, годовой бюджет. И эти средства, которые не использованы на проведение капитального ремонта, они размещают на специальный депозит в счет банки. То есть от этого они еще получают проценты. И как было озвучено, там средств по процентам даже составляет порядка 110 миллионов рублей. Это те средства, которые, можно сказать, они могут пустить на ремонт таких домов досрочно, не трогая средства, собраны по минимальным взносам собственного помещения. Действительно, в этом году мы планируем провести ремонтные работы в городе Малгобек. Это ремонт фасадов. У нас первые ремонтные работы будут по ремонту фасадов. И, соответственно, конечно, все волю Всевышнего. Планируем сделать так, чтобы можно было показывать по местному и даже по федеральным каналам, показать собственное помещение, вот куда идут их деньги, провести добротный качественный ремонт, чтобы в дальнейшем как-то, можно сказать, дополнительно завоевать доверие собственного помещения, чтобы было понятно, как уже озвучила и глава, говорил неоднократно про это, чтобы собственные помещения видели, куда уходят их средства. Я думаю, в этом плане мы будем работать и, конечно же, освещать эту работу, которую мы проводим. Ну, действительно, как мы видим, проблем никаких нет. Собрали деньги, собрались всем домом, решили, будем добросовестно платить, собирать деньги, дождались ремонта. Как говорится, им хорошо, и фонд капитального ремонта, да, свою работу выполнил. Магомед Тарханович, ну вот, будучи собственником жилья, если я считаю, что живу в многоквартирном доме, который уже не спасет капитальный ремонт, но мне кажется, он настолько ветхий, что вот уже ничто его не спасет. Вот что в этом случае делать? Тогда вам необходимо опять же собраться, обратиться в органы местного самоуправления и попросить направить комиссию для обследования данного многоквартирного дома на предмет пригодности его дальнейшего проживания. Соответственно, если комиссия установит, что дом ветхий, что он подлежит сносу, этот дом исключает из региональной программы капитального ремонта и включает программу переселения аварийного жилищного фонда. Ну а если комиссия такого не признает, то платить все-таки надо. Платить придется. Давайте поговорим. Поговорим о пределе, как говорится, терпения вашего фонда. Сколько времени может не платить собственник жилья, чтобы вы уже не начали бить тревогу, а обращаться в различные инстанции, в частности в суд и так далее? 3 месяца.
3 месяца. В течение 3 месяцев, если собственник не оплачивает, мы, соответственно, начинаем прецедентность с 91-го дня. Уже мы можем подать судебные иски и в судебном порядке взыскивать образовавшуюся задолженность собственника помещения. Но, насколько известно, у вас тоже накручивается пеня, да, за просрочку. Да. Вот сколько она примерно составляет? У нас, можно сказать, за весь период начислено пеней за 2014 года порядка 7 миллионов рублей. Уже одни пени. 7 миллионов рублей. Ну, хорошая сумма. Давайте уже поговорим о том, как собираются эти деньги, как формируется фонд капитального ремонта. Вот жилищным кодексом предусмотрены 2 способа. Да, это, насколько известно, создание спецсчета и как бы платить в общий котел. Вот у нас в республике что больше пропагандирует, что практикует? У нас в республике на сегодняшний день на спецсчет перешел только один моноквартирный дом, расположенный на территории города Магаз, так называемый преподавательский дом. Остальные дома, они формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. То есть, как было ранее сказано, собственники помещения не воспользовались своим правом и не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, в соответствии с чем? В соответствии с законом Республики Ингушетия. В этом здесь уже орган местного самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. Таким способом. И сегодня, если вдруг собственники помещения захотели перейти на специальный счет, у них есть такая возможность, мы им даже поможем в этом. Законом Республики Ингушетия в 2016 году еще были внесены изменения в части переноса сокращения срока перехода с счета регионального оператора на специальный счет, и этот срок у нас установлен 1 месяц. То есть они, опять же, должны будут провести исход граждан, направить протокол в наш адрес, и в течение месяца, в случае, если данный протокол будет соответствовать всем требованиям законодательства, в течение месяца мы обязаны перечислить все средства, которые были перечислены ранее данными собственниками в общекотловой счет на счет владельца специального счета, и передать им всю информацию по собственникам помещения, которые у нас имеются. Но здесь вопрос, если собственники помещения надежды на то, что они, можно сказать, после перехода на специальный счет уже не будут платить ни на специальный счет, ни на счет регионального оператора, то здесь опять же хочу огорчить тем, что при переходе на специальный счет им ежемесячно необходимо направлять соответственные отчеты жилищной инспекции Республики Ингушетия. Они уже будут контролировать деятельность владельца специального счета. И в дальнейшем, в случае, если собственник помещения не будет исполнять свои требования, установленные законодательством по перечислению ежемесячных взносов, и если не проведут соответствующий капитальный ремонт в установленные сроки, то орган местного самоуправления опять принимает решение о возврате данного дома в общекотловой счет регионального оператора. Но, к сожалению, собственники помещения сегодня неохотно идут на то, что почему? Потому что это нагрузка для них дополнительная, то есть всю работу, как раньше говорили, которую мы сегодня проводим за них, им придется проводить самим за свои средства, за своими усилиями. Сегодня для них государством создана такая система, созданы региональные операторы, тратятся многомиллиардные средства на содержание этих региональных операторов для того, чтобы собственники помещения могли накапливать эти средства, чтобы потом провести ремонт своих домов, чтобы опять же не оставить их один на один со своими проблемами. Магомед Арханович, ну вот как формировать фонд капитального ремонта, это, конечно, право каждого жителя. Мы делаем все для удобства нашего населения. А вот вы какой способ рекомендовали бы нашим жителям? Знаете, учитывая то, что, как я уже сказал, что более затратно, это если в случае они переходят на специальный счет, у нас, к сожалению, не такие инициативные собственники, чтобы они могут ежемесячно формировать платежные документы, приобретать какую-то программу, проводить претензионную исковую работу в отношении тех собственников, которые они перечисляют, и в дальнейшем проводить капитальный ремонт. Я думаю, вряд ли это у нас приживется, да? Но все равно, если они вдруг захотят, это их право. Если они вдруг захотят перейти на специальный счет, пусть обращаются, мы им даже поможем в этом. Но я просто рекомендовал бы собственникам помещений многоквартирных домов, это новые дома, которые у нас строятся, вводятся в эксплуатацию, то им, учитывая, что капитальный ремонт, первый капитальный ремонт у них запланирован где-то в 2030 годах, им можно было перейти на специальный счет, открыть свой специальный счет и формировать фонд капитального ремонта на специальном счете. То есть они будут накапливаться, и в то время, когда уже наступит срок проведения капитального ремонта данного многоквартирного дома, они уже на эти средства могут провести капитальный ремонт. Но здесь еще есть но. В случае, если они установят минимальный размер, допустим, установленный сейчас 5 рублей 90 копеек, и установленный срок
программы, республиканской программы, не будет хватать средств на проведение капитального ремонта, здесь тоже возникает вопрос, где взять средства. То есть им придется дополнительно или увеличивать минимальный размер, платить больше, или же, можно сказать, заимствовать эти средства, не знаю как, или в банке, или кредит брать, или каким-то способом капитальный ремонт им придется провести самим. В этом плане того, что насчет того, что нет опасения, будут средства, нет, общий котловой счет, он полезен тем, что, допустим, 7 многоквартирных дома, которые расположены на территории города Назрань, образно я возьму, к примеру, возьмем 40 домов, они формируют фонд капитального ремонта, на общем котловом счете, да, перечисляют средства. То есть в этом году примерно мы планируем ремонтную работу в 5 многоквартирных домах, расположенных на территории города Назрань. То есть все средства, которые мы получили с этих 40 домов, мы уже можем потратить на эти 5 домов. В следующий год эти средства будут направлены на соседний дом. В следующий год, опять же, на другие дома, которые расположены. То есть идет помощь, можно сказать, эти средства и до окончания республиканской программы, до конца срока республиканской программы, 7 многоквартирных дома расположены на территории города Назрань и вообще республики. Эти дома должны быть отремонтированы за эти средства. Ну, давайте подкрепим наши слова наглядным видеоматериалом. Спецсчет или общий котел? Давайте посмотрим. Собирать деньги на капитальный ремонт можно двумя способами. Платить региональному оператору, другими словами, в общий котел, либо открыть для своего дома спецсчет. Люди, которые выбирают специальный счет, это, как правильно, организованные собственники, которые готовы взять ответственность за свой дом, готовы контролировать ход капитального ремонта. И таких жителей, которым не все равно, становится больше. 77 тысяч домов в стране уже имеют специальные счета. Выгоду такого способа накопления оценили и жители вот этого дома в Томске. Капитальный ремонт здесь должны были сделать в 2025 году. Так долго ждать люди не захотели. Когда узнали, что будет собираться в общий счет, по сути дела, нас это не устраивало. И мы решили все-таки сделать свой счет. Почему? Потому что этими деньгами будем распоряжаться мы и сами будем решать, что необходимо делать. А делать надо многое. Поэтому жильцы решили ремонтировать дом поэтапно. Здание хоть и не старое, 93-го года постройки, но трубы в подвале заржавели. И их в первую очередь и отремонтировали, а заодно заменили 2 индивидуальных тепловых пункта. Поставили новую технику, то есть теперь качественное регулирование на порядок выше, чем было. И, соответственно, проектирование было сразу сделано на все 4 подъезда. На все потратили 1 миллион 100 тысяч рублей. Сейчас жители собирают деньги на новые лифты. Говорят, за 2,5 года накопят. Тем более в этом доме собираемость платежей высокая. Собираемость у нас 96%. Практически около 60 тысяч в месяц. Чем еще выгоден спецсчет? Главное, это, конечно, то, что жители сами решают, когда проводить капремонт и какие работы делать в первую очередь. Плюсы в том, что подрядчика, который займется ремонтом, тоже выбирают собственники. Все это решается на общем собрании. Но есть нюансы. Открыли спецсчет, готовьтесь платить больше, чем в общий котел. Дополнительные деньги пойдут на обслуживание счета в банке. Каждый банк устанавливает свой тариф – от 3 до 36 тысяч рублей в год. Да и работа с должниками тоже будет на ваших плечах. И еще надо понимать, что спецсчет выгоден все-таки для тех домов, которые построены не так давно, меньше 35 лет назад. Время постройки которых начинается с 80-го года и позже, особенно многоэтажные, свыше 9 этажей, многоподъездные. Состояние этих домов еще очень приличное, каких-то радикальных работ не требуется. Соответственно, и денег на ремонт уйдет меньше. Хрущевкам спецсчет не поможет. Конечно, задумываться о создании спецсчета нашему населению еще рано. Необходимо хотя бы начать платить элементарные платежи в фонд капитального ремонта. Но мы уже постепенно движемся к окончанию нашего прямого эфира. В конце программы хотелось бы отметить, какой из районов республики, как говорится, лучше платит, а какой хуже все-таки.
Если говорить о районах, у нас лидирует Жейравский район, да? Да. Там процент собираемости, у нас, можно сказать, если я сейчас озвучу, даже люди удивятся, у нас процент собираемости на сегодняшний день составляет где-то в районе 120%. Это почему? Потому что собственник помещения, там всего один дом у нас в Жейравском районе, и собственник помещения данного дома, они наперед, за целый год наперед оплатили все свои взносы. Ну, это объясняется, да. Да, и в дальнейшем, уже в последующем у нас идет Сунжинский район, далее у нас Малгобек, Назрань, Магаз. Магаз на последнем месте. Но я так понимаю, жители новых домов о том, что их когда-то придется ремонтировать, задумываются в последнюю очередь. И это, и как я ранее говорил, еще тот факт, что Магаз практически, можно сказать, по документам он заселен, а фактически там много собственников, которые не проживают, помещения пустуют. Магомед Тарханович, давайте вот для того, чтобы уж окончательно призвать наше население платить в будущем, будет ли государство проводить капитальный ремонт? Ну, вот создание самого фонда, наверное, говорит о том, что все-таки государство немножко отстранилось от этого вопроса. Стоит ли рассчитывать на то, что пройдет время, дом придет в ветхое состояние, ну, вот тогда я уже и начну, да, сетовать, жаловаться, чтобы мне его отремонтировали? Прокатит? К сожалению, уже государство не будет выделять средства на проведение капитального ремонта, так как уже установлено государством в соответствии с законодательством, что обязанность это уже переложена на самих собственников помещения, так как они являются собственниками помещения, и никто не обязан даже за них ремонтировать их собственность. И рано или поздно это придется им делать, добровольно или принужденно. Поэтому, если сидеть и надеяться на то, что рано или поздно все же им придут на помощь, я думаю, этого не будет. Ну и вот впоследствии в окончании нашей программы у вас есть возможность обратиться к нашему населению, призвать их, как говорится, чтобы они все-таки не отклонялись от своих обязательных платежей. Конечно, очередной раз хотел бы обратиться ко всем собственникам помещения, не только тем собственникам, которые у нас вот 2014 года формируют фонд капремонт, а еще хотел обратить внимание тех собственников, которые проживают в многоквартирных домах, включенного в регпрограмму в этом году. Мы им в этом месяце направили первые платежные документы, не откладывать, как те собственники, которые уже формируют 2014 года далекий ящик этот вопрос, и оплачивать своевременно. Перечислять взносы – это обязанность, это установлено законодательством, рано или поздно придется их оплатить, не доводить до судебного решения, так как это для них больше нагрузка в плане того, что после подачи судебного искового заявления они обязаны еще оплатить госпошлину. Плюс еще если они будут задерживаться этим, мы будем начислять еще пени за просрочку платежа. И в этом плане убедительная просьба ко всем собственникам помещения хотя бы начать оплачивать текущие долги. Текущие долги, и потом уже текущие долги, знаете, вот это где-то в районе, можно сказать, от 200 до 300 рублей в среднем, если взять, оплачивать текущие и постепенно погашать свою задолженность. Ну и хочется обратиться, вот если у населения все-таки возникнут вопросы, куда им обращаться, где находится ваш фонд, номер горячей линии, было бы хорошо, если бы назвали. Мы находимся в Назране, по улице Чеченская, 5. Телефон горячей линии 22 12 32. У нас есть и те, кто не могут приехать, или у нас очень много информации на официальном сайте infokr.ru. Есть еще личный кабинет, там тоже для собственников добросовестных, которые хотят оплатить. Есть, можно сформировать платежные документы, и с личным кабинетом была бы просьба воспользоваться. Есть страницы в социальных сетях, мы и там обсуждаем эту проблему, и в комментариях никого не игнорируем, всем отвечаем на все вопросы. Если считать меня как работника фонда, у нас абсолютно прозрачная система, нужно всего лишь желание собственников оплачивать.
Ну что ж, я вас благодарю за то, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Ну и подводя такой итог нашей программы, хочется сказать, ну платить все-таки придется, но необходимо. В будущем будет видно и в будущем будет понятно, для чего мы собирали эти деньги и что сегодня это необходимо все-таки это делать. Я напомню, в гостях у нас был Магомед Тарханович Хидриев, руководитель фонда капитального ремонта Республики Ингушетия, Магомед Хизриевич Агиев, начальник юридического отдела фонда капитального ремонта, и Беслан Султан Хамитович Аушев, начальник отдела по взаимодействию с участниками проведения капремонта фонда капитального ремонта Республики Ингушетия. Платите, призываем еще раз. Всего вам доброго.